Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Ленске мужчина стал жертвой мошенников, которые, притворившись сотрудниками банка, выманили 140 тысяч рублей. Установлено, что потерпевший направил онлайн-заявку на получение кредита. В этот же день ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что заявка одобрена и необходимо оплатить открытие транзитного счета. Мужчина выполнил все требования мошенника и перечислил около 9 тысяч рублей на номер банковской карты, который продиктовал же работник банка. Затем, воспользовавшись излишней доверчивостью потерпевшего, злоумышленники в течение дня несколько раз звонили ему под видом сотрудников службы безопасности банка и стали давать инструкции по переводу денежных средств через банкомат, которые потерпевший выполнил. Вскоре потерпевший узнал, что с его счета списаны около 139 тысяч рублей, и он понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту проводится процессуальная проверка. Продолжим тему киберпреступлений. Жительница Мирного нашла банковскую карту и начала совершать покупки в интернете. В полицию обратился местный житель, который потерял карту. Он пояснил, что не успел ее заблокировать, а потом обнаружил, что часть денег со счета была похищена. Воровку установили. Ею оказалась 29-летняя жительница города. Она нашла карту на улице и в тот же день приобрела одежду в одном из интернет-магазинов. Для этого ввела данные и трехзначный код, расположенный на обороте. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 2 лет лишения свободы. В столице республики подростки ограбили прохожего, отобрали у него деньги, сок и очки. В полицию обратился 27-летний мужчина. Он сообщил, что возвращался домой, когда в одном из дворов к нему подошла компания молодых людей. Один из них стал требовать деньги. Получив отказ, подозреваемый ударил мужчину и повалил на землю. Затем он вытащил из кармана куртки 2000 рублей, похитил его пакет, в котором находился натуральный сок и очки. Был установлен подозреваемый. Им оказался 14-летний ученик одной из школ. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Уважаемые родители и иные законные представители несовершеннолетних, также сами несовершеннолетние. Сотрудники полиции напоминают, что за совершение ряда преступлений уголовную ответственность несет лицо, достигшее 14-летнего возраста. Раскрыта преступная группировка, распространявшая наркотики в Мирнинском районе. По версии следствия, в марте 2017 года в составе обвиняемого и еще 2 граждан для совершения особо тяжкого преступления сформировалась устойчивая организованная группа с четким распределением ролей с целью незаконного сбыта наркотического средства в крупном размере на территории города Мирного и поселка Чернышевский Мирнинского района. Обвиняемый, являясь исполнителем, действовал в составе организованной группы в роли распространителя наркотического средства. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый хранил у себя дома наркотическое средство в расфасованном виде с целью дальнейшего его сбыта конечным потребителям. Преступный умысел обвиняемый довести до конца не смог по независимым от него обстоятельствам, поскольку при перевозке наркотического средства на личном автомобиле к месту совершения преступления он был задержан сотрудниками полиции. Его заключили под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мирнинский районный суд. В отношении других соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на стадии расследования. Основной этап крупнейших в современной истории России военных маневров «Восток-2018» с участием войск Центрального, Восточного военных округов, китайских и монгольских военных завершился в Забайкальском крае. Напомним, маневры «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности страны. Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. В международной повестке в Румынии решили заранее готовить заключенных тюрем к выходу на свободу. Для них устроили специальный фестиваль, рассказывает Роман Чуриков.
Этот фольклорный ансамбль вряд ли в ближайшее время отправится в мировой тур. Да и в принципе любые гастроли для этих крупных, коротко стриженных мужчин в вышиванках пока лишь мечта. Дело в том, что все они заключенные одной из тюрем. В Бухаресте во вторник прошел необычный фестиваль. Все его участники – люди, отбывающие сроки за различные преступления. На этом мероприятии каждый из них может продемонстрировать свой талант. Кто-то занимается спортом, кто-то танцует, а кто-то рисует. Идея этого праздника возникла не случайно. Власти ЕС, а также Европейский совет по правам человека неоднократно критиковали Бухарест за ситуацию в тюрьмах. По статистике, они серьезно переполнены, а условия для содержания в них бесчеловечны и унизительны. Это формулировка ЕСПП. Такие веселые старты должны помочь заключенным лучше подготовиться к выходу на свободу. Ведь главная причина, по которой многие из них потом снова попадают за решетку – проблемы с социализацией, считает заместитель директора одной из бухарестских тюрем. Мы хотим привить обществу мысль о том, что все эти люди рано или поздно выйдут на свободу. Ключ к успеху – их готовность к этому. А еще то, найдут ли они новое место в этой жизни. Судя по экспонатам, которые заключенные продемонстрировали на фестивале, у них есть возможность стать скульпторами, гончарами, плотниками и портретистами. Важная часть адаптации к жизни на свободе – умение общаться с животными. Дорелу, отбывающему срок в Бухаресте, оно уже помогло. «Я люблю животных, они снимают стресс. Это очень хороший урок в жизни человека, ведь через любовь к собакам можно научиться любить всех окружающих». Этот фестиваль, кстати, прошел не впервые. Посмотреть на мир не из-за колючей проволоки осужденные собрались уже в 5-й раз. И власти утверждают, что толк от этого мероприятия есть. За последние годы количество заключенных в румынских тюрьмах сократилось. На этом пока все. Берегите себя.